день видим над головой чистое и мирное небо и даже не задумываемся о том, что это заслуга военнослужащих противовоздушной обороны. Ведь в случае войны вражеские силы будут атаковать в первую очередь с воздуха. Герой нашего сюжета майор Никита Романов – командир зенитного ракетного дивизиона ТОР-М2К. Он служит в войсках ПВО почти 20 лет. За это время майор Романов стал одним из лучших в своем деле. Еще в детстве решил, что буду военным. Я решил поступить в военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, город Смоленск. После окончания военной академии по распределению командующего РГК «Юг» был направлен в Житгенский гарнизон, где проходил воинскую службу. От командира взвода до командира дивизиона. Войска ПВО круглосуточно контролируют воздушное пространство над нашей страной. Их можно назвать небесным щитом Казахстана, ведь основная функция войск ПВО – не нападение, а отражение атак и оборона воздушных рубежей. Сегодня на вооружении войск противовоздушной обороны есть современные зенитные ракетные комплексы, а также средства разведки, способные своевременно обнаруживать и поражать воздушные цели во всем диапазоне высот и скоростей. Вот так выглядит изнутри техника «Оранжир» – унифицированный батарейный командный пункт. Он создан для автоматизированного управления зенитными батареями. Машина имеет несколько режимов работы. Сейчас мы находимся на моем рабочем месте. Это командный пункт дивизиона. Также он может быть и командным пунктом батареи. Моя основная задача – следить за подразделениями батарей и боевыми машинами. Первое – какую они цель ведут, вернее сопровождают. Второе, есть ли ответ от этой цели, потому что в воздухе может быть как и свои самолеты, так и самолеты противника, также и беспилотные летательные аппараты. Должен я определить, правильно ли сопровождает оператор или неправильно. И также давать целеуказания на обстрел этой цели. Какая именно батарея, какая именно боевая машина будет обстреливать эту цель. А это зенитный ракетный комплекс ТОР-М2К. Он отличается высокой огневой мощью, помехозащищенностью, малым временем приведения в боевую готовность и возможностью автономного применения боевой машины. Предназначена эта техника для поражения самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотных летательных аппаратов и управляемых ракет. Офицер ПВО должен обязательно знать радиоэлектронику. Нужно изучать математику, физику, потому что это фундамент радиоэлектроники и связи. Без этого, я думаю, офицер ПВО не состоится. Никита – любящий муж и заботливый отец двоих детей-школьников. Супруги Романовы стараются уделить все свободное время воспитанию сына и дочери. Сын хочет стать танкистом, рисует танки, конструирует танки. У него, можно сказать, все есть для военного, все задатки. Дочка то же самое. Очень нравится ей военная тематика. Но иногда у дочки проскальзывают такие слова: «Я покажу твоему командиру», если не отпустит. Говорят, любить домашних животных может только очень добрый человек. Ведь тот, кто жесток с ними, не может быть хорошим человеком. Я очень люблю домашних животных. У меня у самого дома 3 кошек. Когда меня нету, естественно, мои дети за ними ухаживают. А так, приходя с работы, я даже могу вот так рукой по столу постучать или по кровати, и они ко мне прибегают. А наш герой, за годы службы, исколесивший практически весь Казахстан, поделился своим маленьким секретом. Где же все-таки служится лучше всего? Почти за 20 лет службы я побывал в многих гарнизонах Республики Казахстан, но, как говорится в одном популярном фильме, служить хорошо там, где тепло, где мама,